Карабулаке начался капитальный ремонт моста на улице Промысловая в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Он был построен в 1957 году и находится в предаварийном состоянии. Также в городе ремонтируют 12-километровую дорожную магистраль Карабулак-Яндри. Дорожники обещают сдать объект к концу года. В Национальной библиотеке имени Джамалдина Яндиева прошел творческий вечер, посвященный дню рождения ингушского классика, поэта и журналиста Азмат-Гирея Угурчиева. Сегодня ему исполнилось бы 80 лет. Встреча прошла в кругу близких, родственников, друзей, писателей и журналистов. Угурчиев, как член Союза журналистов Советского Союза и Союза писателей России, активно участвовал в общественной жизни, поднимал важные социальные темы и отражал многогранность ингушской культуры. Его талант и преданность своему делу были отмечены высокими наградами, включая звание «Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия» и орден «За заслуги». Азмат-Гирей Угурчиев ушел из жизни 7 мая 2011 года, оставив о себе добрую память в сердцах всех, кто его знал. В Госдуму внесут законопроект о бесплатном горячем питании для всех школьников, включая старшеклассников. Согласно документу, учеников 5-11 классов будут кормить за счет бюджета минимум 1 раз в день, без учета уровня доходов или социального статуса семьи. В Госдуме назвали горячие обеды инвестицией в здоровье и работоспособность детей и, соответственно, в будущее страны. Там отметили, что о бесплатном питании для старшеклассников просили в том числе и их родители. Выпускники дольше находятся в школе ввиду большего количества уроков, и вопрос их здоровья стоит острее. 5 октября пройдет первый в истории всероссийский спортивный диктант. Просветительская акция инициирована Олимпийским комитетом России. Цель проекта – повышение спортивной грамотности, формирование интереса к физической культуре и популяризация здорового образа жизни. Регистрация уже открыта на сайте спортивного диктанта. В личном кабинете можно выбрать удобную площадку, ознакомиться с образовательными материалами и подготовиться к выполнению заданий. Диктант пройдет как в очном, так и в онлайн-формате. Теплоснабжающие организации получат штрафы за неустраненные нарушения перед началом отопительного сезона. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. В соответствии с ним компанию оштрафуют, если она не устранила недостатки, выявленные при подготовке к отопительному периоду. Для должностных лиц штраф составит от 2 до 4 тысяч рублей, для юридических – от 5 до 10 тысяч. Физическим лицам могут вынести предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Кроме того, инициатива устанавливает ответственность для должностных лиц, если они вовремя не утвердили схемы теплоснабжения поселений, муниципальных и городских округов. Также штрафы теперь предусмотрены за несвоевременное размещение объявления о проведении публичных слушаний или протокола с их итогами. Ингушский голкипер грузинского клуба Мирани Мартвили Хасбулат Хамхоев отразил второй пенальти в сезоне в игре против Гонио. Благодаря этому команда удержала лидерство в счете и закрепила его. Второй пенальти вратарь отбил в гостевой игре против клуба Рустави в конце августа.